Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Ирина Евгеньевна Сутыгина. Я работаю главным библиографом отдела информационно-библиографического обслуживания Национальной библиотеки Удмуртской Республики. И говорить сегодня я буду о групповом и индивидуальном информировании пользователей библиотек. Оба эти вида информирования относятся к дифференцированному, потому что удовлетворяют конкретные информационные потребности либо группового, либо индивидуального абонента. Эти виды информирования относятся к текущему библиографическому информированию, которое осуществляется с определенной периодичностью. Говоря об организационных и технологических особенностях группового и индивидуального информирования, я буду опираться на опыт Национальной библиотеки Удмуртской Республики и других российских библиотек в аспекте использования ими в этих процессах своих сайтов. ГОСТ 7.0-99 информационно-библиотечная деятельность, термины и определения дает такое определение библиографическому информированию. Это систематическое обеспечение библиографической информацией абонента в соответствии с его долговременно действующим запросом. Аналогичное определение библиографического информирования есть и в ГОСТе 2018 года «Библиотечно-информационное обслуживание, термины и определения». Там сказано: библиографическое информирование – это предоставление библиографической информации в соответствии с долговременно действующими запросами пользователей. Как вы заметили, в этом определении нет указания на систематичность, но именно систематичность и отличает текущее библиографическое информирование от справочно-библиографического обслуживания, которое производится по разовым запросам. Одна из важных задач библиотек – обеспечение специалистам возможности следить за новой литературой с минимальными затратами времени, предоставление им сведений о всех нужных источниках информации с необходимой степенью полноты. Конечно, наиболее успешно эти виды библиографического информирования развиваются в крупных библиотеках, но и муниципальные библиотеки в меру своих возможностей используют некоторые формы группового и элементы систем индивидуального информирования. В муниципальных библиотеках информирование абонентов сосредоточено в читальном зале или на абонементе, а организацией этой работы в рамках всей библиотечной системы занимается отдел информационно-библиографического обслуживания Центральной библиотеки системы. У библиографического информирования есть несколько целей. Во-первых, активное доведение информации до реальных и потенциальных пользователей, раскрытие информационных ресурсов библиотеки, а также интернета, информационная поддержка профессиональной, образовательной, досуговой деятельности абонентов и, наконец, продвижение или реклама информационных ресурсов. Основными этапами организации группового и индивидуального информирования в библиотеке являются формирование круга абонентов, определение тем информирования, определение источников поиска информации, определение формы и режима информирования и реализация обратной связи. И в групповом и в индивидуальном информировании в организации этой работы есть много общего, поэтому мы рассмотрим эти этапы вместе. Для выявления информационных потребностей пользователей в библиотеках для формирования круга абонентов используют следующие методы. Это беседы с читателями в процессе их обслуживания. Это изучение документальных источников, тетради учета справок, изучение читательских формуляров, изучение картотек отказов. Это анкетирование, опрос посредством разработанной анкеты, которую можно провести в завершение массового мероприятия с целью выявления заинтересованности участников в регулярном получении информации по интересующим темам. Если вы предполагаете проанкетировать потенциальных абонентов, работающих в конкретном учреждении, организации или на предприятии, то помимо разработки анкеты следует изучить направление
деятельности этой организации или учреждения, встретившись с руководителями или главными специалистами. Кроме того, необходимо составить примерный перечень тем, по которым вы предполагаете информировать их специалистов. При заполнении анкет специалисты будут брать темы либо из вашего перечня, либо формулировать свои темы. При этом анкету группового информирования может заполнить и один представитель данной группы специалистов. Например, методист в дошкольном учреждении. Он же в дальнейшем станет и посредником между этой организацией и библиотекой и будет помогать в отборе информации. В результате работы по формированию абонентов должны быть составлены две картотеки. Картотека абонентов информирования групповых и индивидуальных отдельно. Причем хочу обратить ваше внимание на то, что личные данные абонентов в этих картотеках будут предоставляться в соответствии с согласием на обработку персональных данных этими людьми. Количество абонентов и их состав библиотека определяет с учетом своих кадровых возможностей и ресурсных возможностей. В муниципальных библиотеках абонентами информирования чаще всего являются руководители органов местного самоуправления, предприятий, организаций, муниципальные служащие, специалисты сферы культуры и искусства, здравоохранения, образования, предприниматели, фермеры и так далее. Следующий организационный этап – это определение тем информирования. Этап очень ответственный. Процесс формулировки темы, которую вы возьмете на информирование, происходит во взаимодействии абонента и библиографа или библиотекаря. От правильности понимания библиографом информационного запроса абонента будет зависеть степень его удовлетворения. Абоненты не всегда могут четко сформулировать запрос, потому что для них тема информирования тоже может оказаться еще не изученной. В процессе работы с темами информирования может происходить их уточнение, сужение или, наоборот, расширение, если первоначальная формулировка была дана слишком узко. Когда тема определена, следует выяснить, нужно ли для абонента произвести ретроспективный поиск по теме и за какой период, какие виды изданий будут его интересовать, книги, журналы, электронные документы, ресурсы интернета. Результатом работы на этом этапе должны стать картотеки тем группового и индивидуального информирования. Следующий этап – определение источников поиска информации. На этом этапе библиограф определит круг источников, которые будет использовать в информационном поиске. Будет ли это только фонд вашей библиотеки? Будут ли использоваться каталоги крупных библиотек? Будут ли использоваться полнотекстовые базы данных? Интернет-ресурсы свободного доступа? Какие-то конкретные сайты? На этом этапе все это необходимо определить. У абонента важно выяснить те источники, которые он использует для поиска информации самостоятельно. Это необходимо для того, чтобы не создавать информационный шум, то есть не информировать абонента о тех документах, которые ему уже известны. Следующий организационный этап – определение формы и режима информирования. Здесь происходит определение того, в какой форме абоненту будет подаваться информация. На карточке, на специальном бланке, например, том, что используется в системе ИРИ, либо в форме библиографического списка. Что будет включать библиографическая запись? Она должна обязательно включать описание, библиографическое описание на документ и аннотацию для того, чтобы абонент мог оценить содержание документа, о котором его информируют. Если отбор документов будет происходить по интернет-ресурсам, то естественно, что в библиографическую запись будет включаться гиперссылка. Кроме того, индивидуальные абоненты на этом этапе выбирают режим информирования. Либо это избирательное распространение информации, либо тематическое обслуживание руководителей, либо дифференцированное обслуживание руководства. Эти системы выбирает абонент. При небольшом числе абонентов их можно извещать устно, по телефону или при личном общении.
Преимущество такого способа заключается в оперативности и непосредственном контакте с абонентом. В этом случае вы сможете быстро выяснить отношение абонента к подобранному для него материалу, получить его оценку. Но самый удобный способ сегодня для передачи информации – это, конечно, электронная почта. И заключительный организационный этап – это реализация обратной связи. Для того, чтобы правильно отбирать информацию по теме, библиографу необходимо знать, как абонент оценивает предоставляемую ему информацию. Он может дать устную оценку информации при посещении библиотеки. Он может поставить оценку на талоне обратной связи, если вы используете специальную карту ИРИ для его информирования. Качество информирования будет напрямую зависеть от осуществления обратной связи. Итак, групповое информирование. Это информирование групп потребителей информации, объединенных по признаку сходства информационных потребностей. Формы группового информирования – это отраслевые и тематические списки новых поступлений, так называемое сигнальное информирование. Это тематические и комплексные выставки новых поступлений, библиографические обзоры новых поступлений, дни специалиста, дни информации и новостные рассылки, или их еще называют электронные рассылки. Сигнальное информирование – это оперативное оповещение потребителей о новых документах определенного характера. И одним из видов сигнального информирования является сигнальный аннотированный библиографический список, который выпускается оперативно и предназначен для быстрого оповещения о новинках литературы. Примером такого списка, аннотированного библиографического списка, является ежемесячный аннотированный библиографический список «Новые документы по библиотечному делу», выпускаемый Национальной библиотекой Удмуртской Республики. Его целью является информационное обеспечение профессиональной деятельности библиотечных специалистов республики. Он включает сведения о новых документах по библиотечному делу, поступивших в фонд Национальной библиотеки, библиографические записи на документы соответствующей тематики из сводной базы данных корпорации Марс. В списке эти записи помечены звездочками, а также описание документов из свободного доступа из сети интернет. Список имеет много тематических разделов, отражающих почти все направления библиотечной деятельности. Он рассылается по электронной почте в центральные районные библиотеки библиотечных систем республики. Доступ к текстам документов, о которых он информирует, возможно для специалистов библиотек через межбиблиотечный абонемент и сервис электронной доставки документов. Другой пример группового, вот так выглядит выпуск рассылки «Новые документы по библиотечному делу». Вы видите, что документ из интернета, находящийся там в свободном доступе, описан с гиперссылкой. Запись содержит гиперссылку, а записи, расположенные ниже, отмечены звездочками. Это говорит о том, что эти записи взяты из сводной базы данных корпорации Марс. Другим примером группового информирования являются библиографические обзоры новых поступлений, которые на своем сайте размещает Центральная городская библиотека для детей и юношества города Новоуральска. В разделе «Информация для преподавателей» размещаются обзоры книг для литераторов, для историков, для географов, для краеведов и так далее. И при условии, что эти обзоры обновляются периодически, это также является формой группового информирования.
Большинство перечисленных мною выше форм группового информирования являются в библиотеках традиционными и широко используются повсеместно, за исключением, пожалуй, электронных рассылок. Технологические возможности рассылок для информирования клиентов и читателей используют почти все структуры продвижения книги и чтения. Их используют издательства, книготорговые организации, сетевые литературные ресурсы и даже сами читатели. Однако, по оценкам экспертов, почтовую рассылку, электронную рассылку гораздо реже используют библиотеки. Между тем, возможности рассылок могут использоваться как для текущего массового, так и для группового библиографического информирования, то есть для рассылки сведений о новых поступлениях, рассылки выпусков обзоров новых поступлений и так далее. Библиографическую информацию в этих рассылках можно сопровождать фактографической информацией о событиях библиотеки, о ее услугах, а также рекламными текстами. К особенностям электронных рассылок относится то, что подписка на них добровольна, списки рассылки конфиденциальны, потому что электронные адреса подписчиков не разглашаются и не используются для иных рассылок, а также особенностью является возможность отказаться от подписки в любой момент, потому что порядок отписки содержится в каждом письме. Электронные рассылки библиотека может делать с библиотечных сайтов, с использованием почтовых служб интернета, с помощью обычной электронной почты. Среди популярных в России интернет-сервисов рассылок можно назвать сайт Subscribe.ru и Unisend. Из упомянутых наиболее удобные и демократичные условия предлагает Unisend. Им можно пользоваться совершенно бесплатно, если число подписчиков не превышает сотни, а количество отправляемых писем не более 1500 в месяц. Аналогичных почтовых сервисов в интернет есть много. В большинстве случаев они платные, но в каждом случае необходимо изучить условия их использования, и в большинстве вы найдете либо бесплатный пробный период, либо бесплатный тарифный план. Если вы решили делать рассылку с помощью обычной электронной почты, вам необходимо будет получить адреса будущих подписчиков, чтобы сформировать их список. Для этого необходимо рассказывать пользователям о готовящейся рассылке на сайте библиотеки, в группах социальных сетей, в библиотечных блогах и разместить там специальную форму, где пользователи смогут оставить свой электронный адрес для подписки. Кроме того, о рассылке можно проинформировать заинтересованные учреждения и организации, своих коллег. Можно оформить рекламные печатные издания, а также можно собрать адреса подписчиков, разместив специальный ящик для сбора бланков адресов в библиотеке. Поскольку мы говорим о библиографическом информировании, то, естественно, ваша рассылка будет содержать сведения о новых документах по конкретной теме. Для того, чтобы учесть все моменты работы над рассылкой, ее создание лучше начинать с создания модели, где будут определены ее читательское назначение, ее целевое назначение, ее структура, содержание и все другие организационные моменты. Такая модель библиографической рассылки предлагается в учебно-методических пособиях, созданных кафедрой библиотечной информационной деятельности Челябинского государственного института культуры. И в ней как раз учтены все аспекты организационные по созданию электронной рассылки. Итак, первая позиция этой модели – целевая группа рассылки. Здесь следует четко определить, кому она будет адресована. Например, если вы делаете рассылку по педагогике, то целевой группой здесь будут либо педагоги дошкольных образовательных учреждений, либо общеобразовательных школ, возможно, педагоги коррекционных школ,
учреждений дополнительного образования детей, возможно, родители, которые интересуются проблемами воспитания и обучения детей. Следующий пункт модели — содержание рассылки. Здесь вы должны сформулировать тему рассылки и ее цель. Ну, целью, естественно, будет текущее информирование о новых книгах, о новых публикациях из периодических изданий, сборников, об электронных документах, по методике воспитания, обучения детей, если ваша рассылка по педагогике, по педагогической практике, по вопросам организации деятельности образовательных учреждений и так далее. Вот, например, таким образом можно сформулировать цель, если вы создаете рассылку по педагогической тематике. Следующая позиция — это периодичность рассылки. Здесь все понятно. Здесь должно быть прописано, как часто будет выходить ваша рассылка: еженедельно, 2 раза в месяц, ежемесячно, 1 раз в квартал или, возможно, какие-то другие варианты. Далее, структура рассылки. В зависимости от того, как широко будет сформулирована тема вашей рассылки, вам могут понадобиться тематические разделы и подразделы, в которые будет группироваться материал вашей рассылки, будут группироваться библиографические записи. И снова обратимся к педагогической тематике. Если ваша рассылка связана с нею, то, например, крупными разделами могут стать разделы по дошкольной педагогике, педагогике школы, по коррекционной педагогике, но внутри этих больших разделов должны быть тематические подразделы, связанные с теорией и методикой воспитания, дидактическими вопросами, методикой преподавания конкретных предметов, разделы, связанные тематически связанные с взаимодействием образовательных учреждений с семьей, а также по организации работы образовательных учреждений и так далее. Все будет зависеть от конкретной электронной рассылки, от ее темы. Кроме того, кроме разделов, здесь должна быть указана структура записи. Ваша библиографическая запись должна включать библиографическое описание ресурса и аннотацию. Кроме того, следует указать наличие вспомогательных сервисов. Например, если ваш электронный каталог доступен пользователям через сайт библиотеки, и там есть сервис бронирования книг, то в выпуске рассылки вам необходимо дать, во-первых, гиперссылку на этот сервис, а во-вторых, сообщить подписчикам, что, например, бронирование возможно только после авторизации на сайте. Очень важно разместить здесь и дополнительную информацию, например, контактную информацию отдела библиотеки, который рассылку делает. Следующая позиция — организация подготовки рассылки. В этом разделе будет назван конкретный специалист, который будет отвечать за эту электронную рассылку. Здесь должны быть определены источники поиска информации для рассылки. Будет ли это библиотечный фонд только конкретной библиотеки, будут ли использоваться электронные каталоги и библиографические базы данных других библиотек, будут ли использоваться полнотекстовые базы данных, сайты электронных журналов. Здесь все следует прописать. Указывая периодичность осуществления поиска и отбора материала для выпусков рассылки, порядок группировки материала, здесь указывается формат файлов рассылки, здесь прописывается то, как будет выглядеть шаблон рассылки, будет ли размещаться библиографический список непосредственно в сам шаблон, или он будет прицепляться к нему отдельным файлом в каких-то других форматах. Кроме того, в этом разделе модели следует указать конкретное число месяца, либо хронологический период месяца, когда выпуски рассылки будут отправляться подписчикам. Средства продвижения рассылки. Здесь широко
может использоваться сайт библиотеки, где будет размещена аннотация на ваш сервис новостных или электронных рассылок. Выпуски рассылки могут анонсироваться в социальных сетях. Вы там можете рассказывать о каких-то интересных материалах, которые будут включены в очередной выпуск рассылки. Ну и кроме того, можно периодически просто напоминать вашим пользователям, участникам ваших групп в социальных сетях о существовании ваших рассылок. Во-вторых, можно использовать печатные формы рекламы рассылки, включать информацию о сервисе в буклеты об услугах библиотеки, выпускать листовки и флаеры о рассылке и так далее. Потом вы можете использовать дни информации, дни специалиста для продвижения ваших новостных рассылок. А также при проведении методических мероприятий вы будете информировать о них специалистов библиотек республики и при необходимости проводить их обучение. И, наконец, критерии оценки эффективности рассылки. Ну, здесь два явных критерия. Это количество подписчиков, динамика роста, и количество отписавшихся пользователей. Также следует прослеживать динамику роста. Национальная библиотека Удмуртской республики уже давно использует новостные рассылки. На сайте Национальной библиотеки размещен сервис. Выпускается 12 рассылок, 11 из них библиографические и 1 фактографическая. Как вы видите на слайде, с правой стороны размещен перечень наших рассылок, а также форма для подписки на рассылки. У рассылок различная периодичность. Участвуют в их создании 5 отделов библиотеки. Рассылки технической и сельскохозяйственной тематики формируются в аналитических базах данных ресурсов интернета в автоматизированной информационно-библиотечной системе IRBIS. Уже из названия баз данных следует, что в них включаются библиографические записи на документы, отсутствующие в фонде нашей библиотеки. Это рассылки энергетика, энергопотребление и энергосбережение, новые строительные технологии, дорожно-транспортный комплекс, машиностроительные технологии, оборудование и материалы и устойчивое развитие сельского хозяйства. Эти 5 рассылок включают библиографические записи на ресурсы из электронной библиотеки eLibrary, ресурсы свободного доступа из интернета, а также записи на новые документы из сводной базы данных корпорации Марс. Поскольку записи из 3 источников, то было принято решение о их цветовой маркировке для быстрой ориентации пользователей. Был использован опыт такой маркировки записей в базе данных ГПНТБ в базах данных ГПНТБ Российской Федерации. Красный прямоугольник в начале записи означает, что она взята из сводной базы данных Марс, и этот документ можно заказать по электронной доставке документов. Внизу записи вы видите гиперссылку на сервис ЭДД. Зеленый маркер означает, что этот документ находится в свободном доступе в сети интернет. Запись содержит гиперссылку, по которой можно сразу пройти к тексту документа. И, наконец, желтый маркер, которого мы на слайде не видим, он означает, что этот документ находится в электронной библиотеке eLibrary, и доступ к тексту документа лучше осуществить с компьютеров нашей библиотеки. Выпуски этих рассылок представляют собой аннотированные библиографические списки с группировкой записей в тематические разделы. Периодичность рассылок различная. Рассылки по технической тематике выходят 1 раз в 2 месяца.
По сельскохозяйственной тематике тоже один раз в 2 месяца, за исключением рассылки по машиностроению, который выходит один раз в квартал. О новых поступлениях конкретного отдела литературы на иностранных языках информируют 3 рассылки. Это рассылки «Портфель преподавателей иностранного языка», «Иностранные языки самостоятельно» и «Города и страны как на ладони». Их целевая группа – преподаватели иностранных языков, а также те, кто изучает иностранные языки. В рассылке включаются сканы обложек новых книг и библиографические описания. Периодичность ежемесячная. Если выпуск рассылки включает библиографические записи на статьи из периодических изданий, то эти библиографические записи включают аннотации. Рассылка «Новости для библиотек» не библиографическая, это фактографическая рассылка, и целью ее создания явилось информирование библиотечных специалистов республики о том, что происходит в библиотечной жизни страны и нашей республики. Рассылка информирует об изменениях в библиотечном законодательстве, о прошедших и предстоящих событиях в библиотечной сфере, о конкурсах для библиотек, о размещении новых номеров электронных версий некоторых журналов по библиотечному делу. Сообщения размещаются в хронологическом порядке и сопровождаются гиперссылками. Кроме того, некоторые выпуски рассылок содержат и библиографические списки методических материалов по различным направлениям работы библиотек. Периодичность этой рассылки 2 раза в месяц. В ближайшем будущем наша библиотека запустит новый сайт, и я бы хотела показать вам, как будет осуществляться подписка на наши новостные рассылки. Во-первых, для оформления подписки потребуется авторизация. Пройдя авторизацию на нашем сайте, вы попадете в личный кабинет пользователя, и на левой информационной панели вы увидите раздел «Информационные рассылки». Теперь наши рассылки будут так называться. Зайдя в этот раздел, вы увидите перечень наших электронных рассылок. Необходимо отметить галочкой те, которые вас интересуют, и ввести в специальное поле адрес вашей электронной почты и нажать кнопочку «Подписаться». И вы будете подписаны на новостные рассылки. Следующим примером использования электронных рассылок для текущего информирования являются рассылки для специалистов, которые делает Псковская областная универсальная научная библиотека. У них предлагается 10 рассылок для специалистов. Назову некоторые темы. Это искусство, музыка, культура, строительство, программирование, в помощь экономисту, регионоведение, инвестиции, фермерство, туризм, коррекционная педагогика. Вот такие темы предлагает для своих специалистов Псковская областная библиотека. На сайте Белгородской государственной универсальной библиотеки размещен бесплатный сервис электронной рассылки новых поступлений. В сообщении, размещенном на сайте, говорится, что сервис этот бесплатный и предоставляет возможность систематически и оперативно получать информацию о новых документах в виде тематических списков на электронную почту подписчика. Списки содержат библиографическое описание документов из электронных каталогов и полнотекстовых баз данных библиотеки. Это книги, это статьи журналов и газет и сборников по выбранным подписчиками темам. Библиографические записи на документы, отмеченные звездочкой, информируют о тех документах, которые отсутствуют в фонде Белгородской государственной научной библиотеки. И получить доступ к этим документам возможно через службу межбиблиотечного абонемента.
Периодичность выхода выпусков этих рассылок один раз в квартал. Подписчики заполняют соответствующую форму подписную, отмечают те темы, которые их интересуют, и начинают получать регулярно информацию о новых поступлениях. Тем рассылок много размещено на сайте. Например, в рамках агропромышленной тематики я могу вам назвать примеры некоторых рассылок. Экологическое сельское хозяйство, безотвальная обработка почвы, биологические системы земледелия, развитие прудового рыбного хозяйства, тепличное хозяйство, молочное животноводство, птицеводство, фермерство. Также есть много тем рассылок по педагогике, новые образовательные стандарты, инновационные педагогические технологии в образовании, учителю-предметнику передовой педагогический опыт, педагогу дополнительного образования, профориентация школьников, социализация школьников и другие. И еще один пример группового информирования. Мы с вами видим сайт публичной библиотеки Новоуральского городского округа, где размещается сервис рассылки списков для профессионалов. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что свои рассылки библиотека делает на сайте Subscribe.ru, используя сервис почтовых рассылок этого сайта. Среди тем их почтовых рассылок медицина и здравоохранение на страницах периодической печати, для вас педагоги, список статей из периодических изданий, рассылка «Островок детства» для методистов и воспитателей. Самым высоко организованным видом информирования называют индивидуальное информирование. Это информирование индивида в соответствии с его потребностями. Определение дано в ГОСТе 7.0-99, о котором мы с вами уже говорили сегодня. Высокая организация работы в рамках этого вида информирования обеспечивается применением таких систем библиографического информирования, как избирательное распространение информации, система ИРИ, тематическое обслуживание руководителей, система ТОР, и дифференцированное обеспечение руководства, система ДОР. Последняя система в библиотеках используется очень ограниченно, в отличие от первых двух систем ИРИ и ТОР. ГОСТ R7.0.103-2018 библиотечное информационное обслуживание, термины и определения, дает такое определение понятия системы ИРИ. Это предоставление информации, вновь появившейся в информационно-поисковой системе в соответствии с постоянно действующими запросами пользователей при наличии обратной связи. Система ИРИ сформировалась очень давно и получила свое широкое распространение в органах информации, однако в ее основе заложены те же принципы, которые характерны и для традиционного индивидуального информирования в библиотеках. Принципиальное отличие системы ИРИ от традиционной формы заключается в использовании организованной обратной связи с потребителем информации. К этой системе предъявляются требования, особые требования. Во-первых, это полнота доводимой до абонентов библиографической информации. Это требование выполнимо в том случае, если отбор информации идет по конкретным электронным каталогам, по конкретным библиографическим базам данных или полнотекстовым базам данных. Следующее требование – краткое раскрытие содержания документа с помощью реферата, аннотации или набора ключевых слов. Это оперативность и регулярность доведения информации, наличие постоянно действующей обратной связи с абонентами. И последнее требование – обеспечение абонента первичными документами или их копиями при поступлении на них запроса.
Для обеспечения возможной полноты информирования с абонентом всегда обсуждается круг источников ее поиска, для того, чтобы избежать информационного шума. При этом исключаются те источники информации, которыми абонент регулярно пользуется сам. Существенное значение имеет соблюдение требования о раскрытии содержания документа, о котором вы абонента информируете. Наличие реферата, аннотации или перечня ключевых слов позволит абоненту не только оценить содержание, но и принять решение о его изучении и о запросе этого документа из библиотеки. Требование оперативности и регулярности доведения библиографической информации до абонента также важно для своевременного знакомства потребителя со всем новым, что происходит в интересующей его предметной области. Запаздывание информации может привести к тому, что она устареет или будет малоэффективной. Наличие постоянно действующей обратной связи позволит библиографу или библиотекарю судить об эффективности библиографического информирования и о его качестве. Трудоемкость обслуживания абонентов при переходе к системе ИРИ намного увеличивается, и в каждом конкретном случае библиотека оценивает свои кадровые и ресурсные возможности самостоятельно. В условиях ЦБС деятельность по индивидуальному информированию координируется библиографами информационно-библиографического отдела, сотрудники которого разрабатывают всю нормативную, всю организационную, технологическую документацию, составляют и рассылают филиалы полный список периодических изданий, получаемых библиотечной системой, а также бюллетень новых поступлений. В методическом пособии «Организация работы централизованной библиотечной системы», изданном еще в 1985 году, было сказано, что индивидуальное информирование отдельных читателей по определенным темам может осуществляться письменно с применением лишь элементов избирательного распространения информации. Но, как уже я отмечала, система ИРИ предполагает постоянно действующую обратную связь, при которой абонент реагирует на каждое библиографическое сообщение. С этой целью библиографическая информация абоненту подается на специальной карте с отрывным талоном, который и служит средством обратной связи. Примерную карту такую вы видите на слайде. После просмотра полученной информации абонент дает ее оценку на талоне обратной связи, обведя нужную цифру кружочком. Есть разные варианты, есть разный набор оценок, но в каждом случае должны присутствовать две оценки информации. Представляет интерес ценная информация, и вторая не соответствует теме запроса. На основе анализа талонов обратной связи корректируются запросы потребителей. Корректируется состав направляемой им библиографической информации, а также может быть откорректирован круг источников поиска информации. Если в библиотеке не используются такие карты ИРИ с талонами обратной связи, в этом случае обратная связь проявляется обычно только в запросе потребителя на документ. Кроме того, запрос вообще не обязателен, поскольку читатель может получить документ, о котором он был проинформирован библиотекой, и по другим каналам. И в этом случае библиографы или библиотекари никак не получат никакого отклика на их работу. Поэтому периодически библиотеки прибегают к непосредственным контактам с абонентами, а также к специальным опросным листам или анкетированию. И, анализируя ответы в анкетах, также производят корректировку своей работы. Абонентами индивидуального информирования в муниципальных библиотеках могут быть преподаватели,
Могут быть социальные работники, медицинские работники, технические специалисты, работники сферы культуры и искусства, предприниматели, руководители общественных организаций, любительских объединений и другие абоненты. Кроме того, могут быть учащиеся и студенты, которые занимаются научно-исследовательской работой по определенной теме. Основные формы передачи информации. Это могут быть устные сообщения, лично или по телефону, могут собираться подборки документов или досье, которые абонент просматривает при посещении библиотеки. Информация может передаваться по электронной почте, что является сегодня наиболее удобным способом. Учет работы ведется по следующим параметрам: количество абонентов, количество тем и количество документов, о которых вы проинформировали абонентов. Служебные картотеки 2, картотека абонентов и картотека тем. Вот примерно так может выглядеть регистрационная карточка абонента индивидуального информирования в картотеке абонентов. Еще раз напомню вам, что эти сведения предоставляются в картотеке с согласия абонента на обработку персональных данных. Оборотная сторона этой регистрационной карточки может выглядеть вот так. Здесь вы отметите дату информирования, количество документов, о которых информируете абонента, проставите количество возвращенных талонов обратной связи и отметите оценки, которые абонент дал вашей информации. Вторая система, которая активно используется в библиотеках в рамках индивидуального информирования, является система ТОР, тематическое обслуживание руководителей. Организационные этапы аналогичны системе ИРИ, но если система ИРИ является двухконтурной системой, то есть сначала абоненту подается библиографическая информация о документе, а затем по запросу уже сам документ или его копия, в рамках системы ТОР сразу подается копия документа или сам документ. К ним прикрепляются талоны обратной связи. Их наличие является очень желательным, потому что, как вы поняли, они также помогут оценить качество информирования. Служебные картотеки такие же, как в системе ИРИ, картотека абонентов и картотека тем. Показатели учета работы такие же. Вот примерно так может выглядеть карточка картотеки тем информирования. То есть указана тема и перечислены фамилии, имена, отчества всех абонентов, а также некоторая их контактная информация. Показатели учета работы аналогичны системе ИРИ. И еще один пример деятельности библиотеки по избирательному распространению информации, деятельности, которая отражается на их сайте. Это сайт Архангельской областной научной библиотеки имени Добролюбова. В разделе «Услуги» можно увидеть подраздел «Информационное обслуживание». И здесь пользователям предлагается отправить запрос на индивидуальное информирование. Что он в себя включает? Вот такая форма размещена на сайте библиотеки. Здесь от пользователей просят назвать темы, по которым они желают получать информацию о новых поступлениях в фонд библиотеки. Они здесь должны указать виды изданий, которые их интересуют, указать периодичность получения информации о новых поступлениях. Также пользователи спрашивают, интересует ли их информация о новых изданиях, отсутствующих в фонде Архангельской областной библиотеки. Затем пользователи должны оставить о себе минимальные контактные сведения, в том числе
адрес электронной почты, а вот внизу нужно дать согласие на обработку персональных данных и отправить этот запрос в библиотеку. И я уверена, что в дальнейшем с этим абонентом обязательно должен встретиться библиограф для того, чтобы произвести необходимые уточнения. И групповое. Еще одна информация на сайте этой библиотеки. Это информация от сектора информации по культуре и искусству, который предлагает пользователям информационное обслуживание как раз в режимах избирательного распространения информации и в режиме дифференцированного обеспечения процессов руководства. И групповое, и индивидуальное библиографическое информирование, несмотря на большую трудозатратность, по-прежнему остаются важными направлениями деятельности библиотек, в том числе и муниципальных. Какие формы в рамках информирования будут использоваться в каждой конкретной библиотеке, она решает сама, исходя из своих кадровых и ресурсных возможностей. Но профессиональный поиск информации библиографами не теряет своей значимости, несмотря на общедоступность ресурсов интернета. И групповые, и индивидуальные абоненты ценят результаты и то время, которое они экономят, пользуясь услугой информирования и передавая поиск информации библиографам и библиотекарям. Благодарю за внимание. До свидания.